Добрый день, коллеги. Еще раз мы встречаемся с вами. Сегодня мы начинаем. Сегодня у нас проходит третий день Крещенского фестиваля мастер-классов. И сегодня на нашу встречу и мастер-класс нам пришла делать Анна Александровна Кондратьева, учитель изобразительного искусства с Сыктывкарской школы номер 1, который нам проведет мастер-класс по графическим техникам. Но эта техника будет особой, и Анна Витальевна об этом нам расскажет. Но прежде чем начнется мастер-класс, я хотела бы от имени Республиканского методического объединения поздравить Анну Витальевну с этим участием, сделать ей подарок от Республиканского методического объединения, книжка, которая, в общем-то, тоже будет о графике, методические рекомендации. Я всегда говорю, что в общем-то, вот такие мастер-классы могут, в общем-то, перерасти в систему методических пособий, вот таких книжек, которые мы можем совместно делая выпускать и, в общем-то, публиковать. Ну, Анна Витальевна является у нас участником педагогического вернисажа, и ее работы здесь представлены на выставке, как раз за нашей спиной экспозиция выставки, где мы можем увидеть творческие работы Анны Витальевны. Поэтому Анна Витальевна сегодня знакомится со своим творческим методом, и мы думаем, что у нас сегодня будет замечательный мастер-класс. Даю слово Анне Витальевне, оставляю в подарок книжку. Я сама являюсь участником сегодня ее работы. Добрый вечер, уважаемые участники мастер-класса. Сегодня я хочу познакомить вас с удивительной техникой. Называется она Зентангл. Достаточно молодая техника. Техника появилась относительно недавно. Она была зарегистрирована в 2006 году. Мастерами являются Мария, точнее авторы Мария Томас и ее знакомый Рик, который является монахом, был монахом, и она художник-каллиграф. И он заметил, что когда она рисует, она находится в той же самой атмосфере, в том же самом состоянии, когда он читает когда он занимается медитациями. Поэтому эта техника немножечко медитативная и техника, которая позволяет вам оформить абсолютно любые вещи самостоятельно, не только в виде вот этих маленьких танглов, с которыми я познакомлю вас чуть позже, но и можно, как вы видели в предыдущем слайде, можно было создать всевозможные вещи, которые можно сделать своими руками, оформить свой быт, интерьер, сделать ее интереснее. Так что такое зентангл? Зентангл — это медитация, зентангл — это удивление, зентангл — это успокоение, равновесие, потому что основывается вот на таких базовых танглах. Эти танглы базовые присутствуют в книгах, в интернете можно найти источники. Для чего? Для того, чтобы можно было потом в дальнейшем использовать их в своей работе, потому что танглы — это упражнение, когда мы делаем уже небольшие танглы, когда мы делаем итоговый тангл, он в принципе сочетает в себе несколько элементов. Что такое зен-тангл? Зен — это путь, а тангл — это причуда, это завиток, это путаница, потому что состоит, чем отличается от дудлинга. Дудлинг — это интуитивное рисование, вы рисуете чисто интуитивно, следуете за своими чувствами, а зентангл — это все-таки больше повторение каких-то определенных элементов. И это приводит как раз к успокоению, уравновешиванию, что очень, в принципе, заметно на детях, когда мы с ними занимаемся. Если ребенок приходит очень шустрый, вертлявый, то есть ему постоянно нужно менять действия, когда он начинает сидеть, рисовать одни и те же элементы, точнее, повторять эти элементы, он успокаивается, уравновешивается. И это очень полезно, можно в нашей жизни сказать. Почему? Потому что наш мир очень перегружен стрессами, нервозностью, какими-то нестандартными ситуациями. Некоторые сидят, вышивают, некоторые делают что-то другое, но вот тангл, зентангл, он очень прост в этом отношении, потому что для того, чтобы его сделать, всего лишь навсего нужны базовые танглы у нас, всего лишь навсего нужна бумага, гелевая ручка, простой карандаш. Все, то, что у нас под рукой. Потому что сам тангл, он небольшой, он 9 сантиметров, классический. И вот у нас с вами гелевые ручки, они могут быть цветные, они могут быть черно-белые, они могут быть
всевозможные, но для начинающих художника я все-таки, даже не то что художника, человека, я советую всего лишь гелевую черную ручку, простой карандаш и акварельный лист бумаги. А когда вы уже усовершенствуете свои навыки, вы можете уже пользоваться цветом, вводить активно цвет. То есть вы будете рисовать себе такую маленькую раскраску антистресс. И одно дело, когда вы раскрашиваете готовое, другое дело, когда вы раскрашиваете свое. Абсолютно другое чувство, абсолютно другое удовлетворение. И из этого может выйти вот такая картина, уже более серьезная. Те работы, которые висят, это уже зенарт. То есть это работы, которые выходят за рамки квадрата. И мы уже работаем на плоскости, на любой плоскости. Мы можем делать те же самые мандалы, мы можем делать вот такие большие работы, которые мы можем использовать в оформлении интерьера. И в принципе создание вот таких больших работ уже для человека, который рисует, уже, который выходит из танглов, это уже более высокий уровень. Но сегодня я хочу вас познакомить именно с небольшими упражнениями, которые вы сможете использовать для оформления своей сегодняшней работы. Для этого нам понадобится, еще раз говорю, гелевая ручка, простой карандаш и вот такая зеленая тетрадка. Также у вас на столах лежат вот такие вот упражнения, точнее танглы и листочек с упражнениями. Вот давайте на нем остановимся поподробнее сейчас. Здесь 6 базовых танглов, которые можно использовать в сегодняшней работе. Если вы желаете расширить при выполнении работы свои базовые танглы, то вы можете взять их отсюда. Здесь, в принципе, схемы несложные, и если вы сейчас разберетесь в этих схемах, вам будет нетрудно найти ключик к этим схемам. Первое упражнение очень простое, и оно очень позволяет быстро оформить нашу с вами тетрадку. Это вот такие листики каплеобразные. Вы сначала на первом вы делаете, например, 2 листика и делаете здесь маленький такой прожилочку у листика. Дальше мы можем набирать эту систему листьев, а вот для того, чтобы заполнить промежутки между листьев, есть очень хороший приемчик, который спасает вас, когда вы уже не знаете, что дальше сделать, как заполнить. Вот эти пузырики. В данном случае они заполняют промежутки между листьями и заполняют пустое место. Кроме того, тангл будет всегда смотреться лучше в конечном итоге, если вы проведете тенежку. Тенежку мы проводим простым карандашом. При этом для танглов не важно, откуда падает свет. Вы просто выделяете, делаете рисунок рельефным, и тем самым глазу есть за что зацепиться. И рисунок становится более объемным. Во втором упражнении вам нужно сделать завиточек, а дальше вокруг завитка мы делаем вот такую вот, точнее мы его утолщаем, да, получается капелька. Из этих капелек мы можем собрать ту же композицию. Причем посмотрите, вот эти листочки, эти капельки очень легко совмещаются в одном букете. Здесь показан второй прием заполнения промежутка. Вот такими вот многоугольники, можно сказать, более плавные линии, которые заполняют несколько их многослойных, которые заполняют промежуток. Третье упражнение, тоже, которое можно использовать в этом же соединении с этими элементами, это вот такие вот травинки, я не знаю, как колоски их можно назвать. Сначала мы делаем завиток, а потом мы тоже утолщаем, и тем самым мы набираем объем. Причем они могут заходить друг за друга, выплывать, это уже зависит от вас. Вообще в танглах очень интересная вещь. Вы не бойтесь, вы начинаете рисовать, если у вас пошло что-то не так, вы скажете, это так было задумано. То есть это чувство, это интуиция, которая у вас начинается. Четвертый прием, самый излюбленный, самый эффектно смотрящийся, это вот такие чешуйки. Они могут в разном направлении идти. Здесь один вариант с зачерненным концом. И здесь я также привела как раз вот на последнем этапе вот такие вот пузырики, которые можно тоже использовать. Можно полностью закрыть чешуйками, когда вы еще даете тень, проводите карандашиком, здесь видно, где она проведена, то это становится очень объемным и эффектным. Пятый элемент очень любят мои дети, вот такой вот листик.
Он очень интересный. Кстати, вот там одна из мандал как раз сделана на основе этого элемента. Здесь мы делаем серединочку, делаем капельки, и потом делаем вот такой листик с сердечком. Можно из них складывать веточки, можно их располагать по кругу. То есть это уже зависит от вас. Ну и последний, 6-й элемент, очень интересный, всегда очень много плетеных элементов в тангах. Здесь мы делаем вот такие вот косички, и тем самым можем их продолжать, мы можем уходить куда-то влево, вправо. Здесь один из вариантов вот таких косичек. Если вам что понятно, если непонятно, то спрашивайте. Но, во-первых, еще одна интересная вещь. Карандашом никогда не рисуют, сразу берут гелевую ручку и сразу рисуют ручкой. Карандаш идет на начальном этапе выполнения танго, там, где нам нужно границы определить наших будущих секторов рисунка. И если вы пользуетесь карандашом, то потом, когда уже танго готовы, нужно тихонечко все это снять, убрать. Я вам предлагаю сначала выполнить упражнение, для того, чтобы посмотреть, попробовать себя, почувствовать, а потом уже, пробуя из этих упражнений, потому что все они соединяются в одно, можно оформить нашу с вами тетрадку. Ну вот эта тетрадочка уже более сложная, тут у нас есть люди, которые смогут, в принципе, попробовать более сложные. Если посмотреть на нее внимательно, то можно увидеть элементы, которые присутствуют в ваших упражнениях. Вот я говорила про чешуйку, посмотрите, если будет тетрадочка полностью оформлена даже вот таким вот образом, она будет смотреться очень эффектно. Чем интересна вот такая тетрадка? Ну, во-первых, это ваша эксклюзивная вещь, такой больше ни у кого не будет. Во-вторых, нам так хотелось всем с вами когда-нибудь в детстве нарисовать на обложке тетради, но нам никто не разрешал. Нам должна была быть зеленая тетрадка. Поэтому сегодня я вам еще предлагаю немножко похулиганить. И когда вы сейчас начнете рисовать, вы поймете, как это здорово. Потому что обложка тетрадки, она позволяет очень эффектно скользить гелевой ручки по своей поверхности. И вот тоже тот же самый элемент, который вы видите, вот эти элементы можно найти в базовых, а вот эти вот наши колосочки, они тоже очень хорошо смотрятся в тетрадке. Вы оформляете тетрадь чисто интуитивно. Вообще, когда начинаешь рисовать, у тебя, конечно, план какой-то закладывается, ты примерно знаешь, что ты хочешь, но какой будет конечный результат, только ты будешь знать в конце своей работы. Нет, я думаю, что нет еще. У меня вопрос возникает. Давайте. Наши зрители, которые сейчас смотрят наш мастер-класс, они бы хотели, как вы сами заполняете, потому что кто у нас участник, они не видят, как заполняются, в общем-то, эти упражнения. Я думаю, что Анна Витальевна сама сейчас будет нам показывать на упражнениях. На упражнениях, да. Прямо покажет нам упражнения, как можно заполнить вот эти упражнения. Если она говорит, что это интуитивная техника, то как раз мы и увидим, как это происходит, вот процесс, собственно, такого творческого решения. А те, кто у нас присутствует, они уже, собственно, начали работать. Да, в принципе, получается следующим образом. Когда вы начинаете рисовать, так, это у меня маркер, он более толстый. Ну, наверное, маркер лучше, да, потому что будет видно. Да. Вы начинаете, можете с любого уголка начинать свой квадрат. Это, в принципе, у вас схема есть, как получается рисунок. Если вам сложно, вы можете повторить. То есть сначала мы делаем листик, потом делаем легкую серединочку, прожилочку. Где-то мы можем дальше выйти в листике. Это может быть группа листьев. Видите, у меня уже абсолютно другой рисунок получается. Я могу здесь вывести вот на такой рисуночек. Дальше начинаем ставить наши кружочки, пузырики. Лучше начинать с большого пузырика. И потом мы выходим на маленькие пузырики. Они становятся все меньше и меньше. То есть вот таким образом мы с вами заполняем пространство. И рисунок становится более заполненным и более цельным. Видите, у меня образовалось еще пространство. Поэтому я здесь помещаю еще лист. Это может быть большой лист, это может быть маленький лист. Можно я немножко прокомментирую, собственно, саму эту технику? Меня, наверное, не видно, но меня слышно. Дело в том, что когда мы детей обучаем методом штриховки, да, трудно им объяснить, что заполнение пространства в графике должно быть полным. Да? Вот как раз вот этот прием нам позволяет
показать разнообразие штриховок, которые заполняют пространство, и Конечно. которые вызывают различные ощущения, да, то есть вызывают ощущение заполненности или, допустим, свободы, да, Да. заполненного Здесь мира. заодно у нас с вами чувство ритма, потому что здесь ребенок чувствует, где нужно добавить, где убавить, где элемент должен быть мельче, где крупнее. То есть это довольно-таки очень интересная работа. И самое интересное из практики то, что дети, даже не рисующие, имея базовые упражнения и имея базовые, вот когда показываешь на доске, они потом начинают у себя составлять из элементов, они удивляются, почему, и даже удивляются тому, что у них получается. И дети, даже не рисующие, могут создать такой свой маленький мини-шедевр. Но с завитками здесь у нас обычно я уже знаю, куда и что я хочу, примерно от первой веточки, я уже делаю несколько завитков, и затем мы просто сразу делаем одной линией вот такое вот утолщение вокруг завитка. Дальше завиток у меня может расположиться здесь. Кончик я зачерняю, и здесь мы проводим еще один завиток. Как видите, у меня получилась абсолютно другая картинка, нежели в упражнении, потому что здесь у нас с вами складывается совсем другая система. Можно сделать очень интересно завитки, которые смотрятся парно друг на друга. Они получаются в виде сердечка, которое очень легко заполняется. И вот таким вот образом мы с вами заполняем пустое пространство между нашими завитками. Мы его закрываем. Можно не только вот этой многофигурной композиции, можно здесь тут же использовать где-то те же самые пузыречки. То есть здесь вы уже можете фантазировать, даже выполняя это упражнение. Еще Для вопрос. того, чтобы у нас получилось. Еще один вопросик. Да. Я только уже делаю, потому что я сама Мгм. тоже выполняю это задание. Я потом покажу зрителям, что у меня тоже оно выполнено. Вопрос о как это у меня потерялся вопрос, честное слово. Ну, я тогда предлагаю вам снова взять маркеры, и сразу получится. Вопрос Нет, дело в том, выполнить. что не то, что он у меня не получается, он у меня получается. Нет, он может выполнить. Вопрос в том, что есть ли возможности, да, как-то вот уже интерпретировать Конечно. этот мотив. Вот, потому что я не могу рисовать, допустим, вот как здесь у меня получилось. Я начинаю сразу интерпретировать, у меня другой материал, другой карандаш. Мгм. В общем-то, тоже он очень интересный, потому что те, кто... Вот надо Да, показать, наверное, да, острие. здесь вот, да, вот толщина здесь разная. здесь разная. Здесь мы можем как плоскостью работать, так и тонкой линией. Но этот инструмент удобен тогда, когда мы уже сразу с вами планируем, какая сторона будет теневая, какая световая. То есть по световой стороне мы видим тонким контуром, и мы переходим на То есть мы толстый можем контур. варьировать, собственно. Да, вот таким. можно варьировать, потому что, это, говорю, это вот куда вас поведет. Но при этом у вас есть четкая схема, и у вас есть элементы, которые вы можете повторять. А дальше вы можете варьировать, и дальше вы можете использовать то, как вы это хотите. Потому что повторение вот этих элементов, когда вы сами будете делаете, или когда вы попросите, или будете проводить занятия с детьми, главное здесь не спешить, не торопиться. Здесь спокойствие и здесь сосредоточенность в этой работе. То есть вот в выполнении вот этого базового тангла, а здесь не надо стремиться к какой-то композиции. Здесь задача только заполнить. Нет, композиция, она появляется, потому что в тангле, когда мы рисуем, я вот даже здесь покажу, что мы делаем в тангле. В тангле мы, например, делим наш тангл на несколько частей, прямыми линиями, например. И мы, точнее, кривыми, прямые, они без разницы. И мы заполняем вот эти вот элементы. Это очень уже, важно, да. да? Это очень важно. Да. Что нужно вот эти линии, чтобы они шли от края рамки, которая представлена. Да? Ну, тут рамочка, в принципе, делается вот таким вот образом. То есть вот у нас будет квадрат. Если вы начинаете с квадратика, он 9 сантиметров. Вы ставите точечки на углах. Можно соединять прямыми линиями, можно кривыми. Здесь уже без разницы. То есть вы определяете рамки своего будущего тангла. И дальше вы уже проводите деление на какие-то части.
и дальше вы в нем уже работаете. То есть каждый сектор может быть каким-то элементом своим танго. Почему я об этом говорю, и очень важно, потому что многие начинающие делать вот такие упражнения, они вот как раз забывают, что вот края формата, они как бы собирают композицию, собирают вот этот англ в законченный квадрат. То есть обязательно нужно как-то вот к ним присоединиться, вот, чтобы не получалось, что они разрывались и имели незаконченный контур. Да, то есть, вот, например, вот этот сектор у нас идет чешуйки. Дальше мы взяли, можно разделять их. А вообще эффектно, когда у нас делится за счет различных фактур. Фактура получается за счет чего? Фактура получается за счет различных элементов. То есть здесь, например, чешуйчатая пойдет, здесь мы пойдем, например, те же самые пузырики. То есть можно абсолютно простыми элементами создать довольно-таки интересный эффектный танго. То есть элементы сложные не надо использовать, собственно. Нет, сложные элементы это тогда, когда вы уже становитесь более профессиональны в этом уровне. И тогда вы можете, потому что есть очень много тангов с иллюзорными эффектами. Когда у нас искривляются поверхности, когда мы меняем, создаем, как наши дети любят говорить, поверхности 3D. То есть это тоже можно делать в тангах, и они довольно-таки уже, там уже точная схема, там вот схема, которую вы уже должны четко вписаться, иначе у вас этого эффекта не получается. То есть здесь вот я, например, просто вот эти вот полосочки заполняю петельку. Если мы делаем там, это уже зависит от вашего желания и от вашего чувства ритма, по идее. Но по сути дела это формирует чувство. Это формирует чувство ритма, это очень сосредотачивает, успокаивает. Это настраивает на работу. Я очень часто, если мне позволяло, например, позволяет время перед каким-то более сложным классом, вот посидишь, делаешь маленький танго, порисуешь, и прямо чувствуешь, насколько ты абсолютно другой, уже идешь на урок. Ну, я могу сказать только, что когда я сижу на совещаниях, я, наверное, рисую. Да. Я занимаюсь тем же самым, потому что меня это успокаивает. И любую информацию я воспринимаю намного сильнее абсолютно по-другому. И понятнее, и она до меня Поэтому, да, не стоит, я говорю, ругать детей, когда они сидят, рисуют. Даже кубик Рубика это своего рода тоже, но это уже больше дудлинг идет. Вот кубик Рубика, когда дети наши собирают на уроки, это тоже дудлинг. Дудлинг бывает разный, потому что есть дудлинг техника, есть дудлинг наука, есть дудлинг искусство, но дудлинг мне меньше подходит и нравится, но не по моему характеру, то есть, потому что там чисто интуитивное рисование, и там на самом деле не знаешь, во что ты выходишь в композицию. То есть композицию, то дудлинг вообще не вне композиции. Да, вне композиции, он туда не выходит. То есть знание композиции в данном случае собственно, не нужен. Но вот пока мы делаем упражнения, мне хочется вернуться все-таки к вопросу. Я вспомнила, что я хотела спросить. Вопрос о композиции тетрадки. То есть в самом начале нашего разговора было сказано то, что можно оформить любое изделие, да? Но у изделия всегда есть своя форма. Вот даже в нашей тетрадке есть форма прямоугольника. И у прямоугольника, естественно, есть некие особенности для восприятия. Вот я думаю, что, наверное, есть несколько слов сказать о именно характере и выборе композиции. Да, я хотела сказать это чуть попозже, когда после упражнений вы перейдете к тетрадочкам. Но если посмотреть для наших зрителей, то тетрадка прямоугольная. У тетрадки есть титул, где мы должны записать все-таки информацию. И поэтому тетрадка в данном случае здесь у нее довольно-таки достаточное место снизу. Поэтому можем заполнить нижнюю поверхность и можем заполнить верхнюю поверхность. Но вот если посмотреть, то верхнюю поверхность лучше, наверное, здесь просто у нас идет еще как лейбл тетрадки фирмы, поэтому он тоже как бы включается в композицию нашу. Поэтому, ну вот мне так видится, что лучше взять углы, и нижнюю часть, она как-то более равномерна, она утяжеляет нижнюю часть, уравновешивает композицию.
И то же самое вот видно Идут здесь. 4 элемента по углам тетрадки, и самый главный центр формируется более массивно, более интересной формой. Да, он здесь вот симметричный, здесь она угловая композиция, мы идем от угла. То есть я начала вот с этой плетенки, и дальше вот у меня родилась вот такая композиция. То есть когда начинаешь строишь элементы, у тебя начинает работать фантазия, а если здесь, а что здесь, а вот как можно, какой элемент заполнить это пространство. И в результате вот получается, с одной стороны интуитивно, с другой стороны ты четко продумываешь все равно композицию. То есть все-таки какие-то вот эти формы, которые мы берем за оформление, они нам дают некие подсказки. Ну, наверное, есть смысл сказать для специалистов, что симметрия зеркальная, асимметрия, то есть мы используем приемы обычной симметрии, угловой симметрии, в данном случае повтору уголков в тетради, да, и, наверное, зеркальной симметрии. А вот ту тетрадку, которая посложнее, вот этот вариант, тут, конечно, идет вариант асимметрии, и нижний элемент, более тяжелый по массе, уравновешивается противоположным по диагонали элементом по массе. Да, но вообще вот здесь у меня другая идея, я просто не стала ее дальше развивать, я хочу ее полностью покрыть. То есть оставить только этот тип. Это не закончено. Это не закончено, это только начало. Поэтому здесь еще и композиция где-то может быть недоуравновешена, потому что здесь еще пойдет вот эта тетрадочка, у меня планируется полностью заполнена. Я к чему здесь в данном случае мы пришли к какому решению, что, собственно, композиция может быть завершена и вернуться и может быть выполнена полностью на всем пространстве тетрадки. Полностью на всем пространстве тетрадки. Но просто здесь мы только как начинающие люди, поэтому я не стала никого пугать. Такой сложной работы. Чтобы это полностью заполнить. Да, но вот Ирина Юрьевна просто была свидетелем того, как это все у меня рождалось. Поэтому вообще, говорю, очень интересная техника. Техника, которая позволяет самому творческому человеку отдохнуть, при этом создать маленький мини-шедевр, который можно использовать в принципе везде. От маленьких танглов в маленькой рамочке оформленные до вот больших картин, которые тоже я могут все удивлялась, как Анна Витальевна такие закручивает, сложные. Ну это, наверное, да, но это скорее всего, наверное, то, что я когда-то раньше очень увлекалась росписью. И то есть, если роспись сейчас уже как-то ушла на второй план, то здесь вот тот элемент творчества, который вот мне чисто случайно попался. То есть мы здесь еще к чему подводим наших коллег? О том, что творческое проявление может возникнуть и спонтанно, и даже в неожиданных элементах, таких как вот в данном случае зентангл, да. То есть и в рамках педвернисажа можно, собственно, это тоже элемент творчества показать, потому что он очень любопытен, и очень многие наши коллеги в общем-то спрашивают, да, вот а как все это делается? Да, когда у меня мы начали с детьми заниматься, у меня вот Диана подходит, говорит: Наталья, я думаю, я ни в жизни не буду рисовать, как вы. Сейчас она мне на прошлом занятии подошла: Наталья, кажется, это так легко и просто. То есть, если человек начинает уже задумываться и жить в этом, работать, он понимает, как это устроено. И это не представляет ему. Это не представляет, нет, он смотрит на это с точки зрения уже технической. Как это сделать, как это выполнить. Ему хочется попробовать. Я еще раз говорю, пыталась раскрашивать раскраски антистресс, скучное занятие. То есть это неинтересно. Это неинтересно. Когда я сделала первую большую свою работу, мне захотелось ее выполнить в цвете. Ну вот я когда сейчас стало так интересно. Вот я сейчас попробовала, и, собственно, в самом деле дает возможность для полета фантазии. Очень нестандартно. Если мы посмотрим, вот я листик свой закончила, думаю, Анна Витальевна его покажет сейчас. Да, потому что, видите, те же самые вроде бы стандартные элементы, которые мы сделали, и уже совершенно другая интерпретация пошла. Да. Единственное, что я хочу еще уточнить, вот мы здесь просто карандашиком закрашиваем. Вообще-то в танглах это тушевка идет. Специально есть, продается такой растушевыватель, карандаш бумажный. Я вышла с другим способом с детьми. Мы просто скручиваем очень плотно бумагу,
в трубочку сканическую, и мы растираем вот эту вот тень. То есть там чуть-чуть наносите тень, и потом растушевывателем растираете, и получается у нас вот такая вот очень... Я думаю, что вот да, коллеги кому-то уже немножко, можно может быть, приступить. помедленнее работают, но вот я тоже вижу, что еще сделано, закончено упражнение. Теперь можно я покажу? Да, то есть вот он, еще, пожалуйста, вариант. Да, вот еще варианты. Посмотрите, вроде бы, да, люди, которые, можно сказать, Первый раз взяли и занимаются, посмотрите, получается очень неплохо варианты, которые можно уже, в принципе, использовать для... То есть у каждого из нас у они каждого, неповторимы. да, они не повторяются, потому что их повторить невозможно, по идее. Даже когда вы делаете упражнение там, он все равно у вас получится другим. И вы, когда уже, вот у меня, например, был такой, в моей первой работе, вот большой, она здесь висит, вот там такие растения, там элемент листики. Мне попался вот этот там элемент, когда я его начала рисовать, я так поняла, что это лист. Я нарисовала его листом, а потом разлист, и работа через 3, через 4 родилась работа на основе этого танга. То есть сейчас можно уже пойти приступить. Сейчас, да, вот то уже упражнение. Там, Делал. Наталья Геннадьевна, Да, можно. Да, мы их оставим. То есть у нас времени ушло практически. Так, я могу тоже? А? Тоже можно. Или мне не надо? Да, конечно. Я вот думаю, что надо показать, да, как можно оформить еще тетрадку. Как можно? Да, потому что я думаю, что чем интересна вот наша трансляция, то что мы даем понаблюдать за процессом, как сам мастер это делает. И то, что мы покажем свои результаты однозначно, потому что я так понимаю, что работа не требует очень длительного времени. Нет, поэтому и можно будет очень легко, в общем-то, я возьму что-нибудь попроще, чтобы это было видно, но чтобы тоже было посмотреть, как можно с простым тангом все это сделать. Я возьму первое упражнение за основу, за базу. Ну и можно начать с угла. Здесь угловая композиция можно с центра начать, симметрично сделать. Но как-то вот и симметрия, она более интересна, она более проблематична. Как говорится у нас в учебнике изобразительного искусства, есть изобразительный конфликт в асимметричной композиции. То есть у меня вот система листиков, которые я сейчас сделаю. Я работаю линером. Это наиболее удачный, в принципе, если кто-то заинтересуется, это наиболее удачный материал, потому что он похож на капиллярную ручку, но чем, например, гелевая ручка отличается от капиллярной, от линера, она не так скользит по поверхности. Капиллярные и гелевые ручки, они этим и отличаются. Ну, теперь у меня появился второй. Можно я очки тогда возьму? Хорошо? Да, конечно. Ну, я без очков. Вчера у нас то же самое было. Без очков, оказывается, некоторые вещи мы не видим. Поэтому... У меня даже специальные очки для рисования. Для чтения одни, для рисования другие. Потому что расстояние между книгой и листом, на котором рисуешь, разное. То есть здесь у нас получается, вот видите, у меня получилось пустое место, я его здесь делаю. Элемент листик и заполняю. Здесь пойдем от маленького кружочка к большому, потому что здесь большое расстояние снизу. Эти пузырики могут быть абсолютно разные. Их можно по-разному оформлять. У вас есть в танглах различные приемы оформления пузыриков. Можно сюда вводить завиток, уже пойдет. То есть вот второй элемент, из которого складывается наш тангл. Ну, должна сказать, что очень увлекательное занятие. Очень. Увлекает. Я думаю, что мои коллеги здесь согласятся. Они тихо, молча рисуют свои тетрадки. Нет, ну согласитесь, на тетрадке рисовать. Это точно так же, как мы с ребятами рисуем на старых страничках книжек. Тоже очень интересно. У меня одна мама подошла, сказала, у нас все старые книжки изрисованы. Я говорю, ну вы же хотели выкинуть. Она говорит, да. А теперь у вас ребенок занялся теперь вы их творчеством. не выкинете, тоже однозначно. Особенно если странички пожелтели, их не надо обрабатывать никаким элементом. То есть здесь я вот беру вот эти вот пузырики как элемент, потому что это беспроигрышный вариант. Ну, то, что эта техника позволяет отдохнуть в процессе какой-то дороги, если вы, допустим,
Да, сидите если в аэропорту и вам надо еще высидеть какое-то время, у то есть вас маленький блокнотик, у вас маленький блокнотик, да, у вас и, гелевая собственно, ручка, да даже обычно шариковая ручка, даже мне обычная кажется, шариковая, даже обычный карандаш. они позволят, собственно, вот такую работу сделать. Ну, вот вы уже видите, что, несмотря вот эти листья очень крупные, они выделяются за счет того, что у нас фон заполнен маленькими пузыриками вокруг этих листьев. За счет этого у нас узор становится более эффектным. И если мы продолжим дальше, ну тут, наверное, можно также продолжить листья. Ну и мне здесь хочется ввести один элемент, который здесь нет, базовый. Ну, который Он есть, есть, вот, но который да, есть вот здесь, в большом, нет, да? здесь его, наверное, тоже нет. Мне просто сюда он хочет завести, потому что он идет по композиции. Для того, чтобы его сделать, вот мне здесь нужен будет прямой, точнее простой карандаш, потому что он вводится в прямоугольник, и мне нужно будет выдержать эту конфигурацию элементов. Вот о чем мы говорили, о том, что может быть заявлена некая базовая форма, которая вот Да. просится. Надо сказать о том, что любая форма, она появляется не просто так, то есть у каждой формы есть своя психологическая составляющая. И вот как ни парадокс, вот завитки, это более округлые формы, они всегда являются формой спокойствия, равновесия, уравновешенности и, в общем-то, стабилизируют, наверное, психологическое Да. здоровье. Скругляем углы свои. Анна Витальевна, значит, характером. получается, что вот эта техника, она хороша и как в личном, в общем-то, пространстве развития, так и она хороша для работы с детьми. И не только, в общем-то, в дополнительном образовании, но даже в общеобразовательной школе это Да. материал проходит. Да? Да, во-первых, наши дети сейчас страдают безумно отвратительным почерком, потому что у нас не работает моторика, а здесь все-таки вот пропала вот та область, когда нас в начальной школе нас просто учили, да, вот это каллиграфии, мы выписывали все. Вот видите, какой замечательный завиток на тех же элементах получается вот здесь. И если я сейчас его повторю с другой стороны симметрично, то у нас получается очень такая интересная плетеная раковинка, которая создает очень интересный эффект. Ну, видно, что достаточно научиться делать самые простейшие, основные, да, элементы. Самые простейшие элементы. И, на основе... и дальше ваш полет у вашей фантазии уже нет. Уже нет границ. Дальше вы можете фантазировать, дальше вы можете... Вообще, ну вот не случайно же заметили, что это очень сродни медитации. Ну, то, что мы сейчас разговариваем, это связано с тем, что все-таки у нас идет трансляция, и нам бы очень хотелось, чтобы вы не видели, как мы тихо сосредоточенно работаем, а все-таки какую-то вот вам информацию пытаемся дать, да, Анна Витальевна? Да. Ну вот я вам могу показать, видите, получается вот такой вот элементик, очень интересный. То есть для этого нужна базовая форма, да? Да. То есть мы берем квадрат какой-то, ну четырехугольник, мы его делим пополам, серединочка, здесь проводим волнистую линию карандашом, и у нас с вами здесь получается как бы складываются лепестки, вот здесь они раскрываются. И можно потом будет карандашиком, можно гелевой ручкой вот эту сейчас часть закрасить черным. Ну, собственно, я вот уже кое-что могу показать, потому что уже есть образец работы, то есть, собственно, я тоже взяла такую симметричную композицию. То есть, вот, пожалуйста, уже за какие-то 10 минут у меня эта работа сделана. Уже получилась эксклюзивная вещь. Да, ее можно еще поправить, то есть еще есть время для ее возможности. Да, если вы будете заниматься, то вы должны обязательно придумать свою подпись. Можно вот в духе, да. Так, можно в духе поподробнее. То есть, ну, по-разному, некоторые просто инициалы буквы, то есть советуется в первую очередь. Он вписывается в узор? Он может вписываться в узор. Ну, у меня вот, я здесь вот
ну, у меня в моих работах везде, где даже интересно, подпись, она вписывается в узор, заполняет композиционное пространство, там, где у нас появляется маленький пробел. У меня есть такая подпись. Я могу ее использовать. То есть не надо стесняться то, что вы автор этой вещи, потому что все равно это ваша вещь, и вы создали свой маленький шедевр. Несмотря на какой стадии вы находитесь, и несмотря на ваших умений и навыков, все равно это получается. Коллеги, какие ваши ощущения? Интересно. Вы можете поделиться? Нас Да. услышат? Или у вас настолько... Очень хорошо. Нам очень хорошо. На самом деле. Да, вот когда, если вы заинтересуетесь, посмотрите, зайдите, там в интернете очень много материала по этой технике. Можете найти для себя что-то интересное. Вот ссылочки. Более подробно. Да, ссылочки у нас в презентации есть, потом это. Можно показать вот сейчас, Да, вот сейчас. как раз вот эти ссылочки. Да, сейчас у нас уже все Вот такие тетрадочки, которые были у нас, Да, у нас, как ага. образцы. И вот у нас ссылочки есть. Ну, А еще эти надо сайты- сказать, что творческие работы – это работы у нас мастера, Да. самого мастера. Потому что То есть ситуация медитативной техники. мы сейчас все находимся. То есть, вот Вот посмотрите, вот так вот рисуешь кружочки, заполняешь пространство, чувствуешь, что тебе вот чувство композиции здесь, наверное, развивается очень хорошо. Потому что ты чувствуешь ритм, ты чувствуешь элементы, которые нужно заполнить, и у тебя большая база инструментов, которыми ты можешь это все заполнить. Потому что база очень большая. И несмотря на то, что они вроде бы базовые танглы, но все равно ты же можешь по-разному выполнить цвете, ты можешь по-разному тонально выполнить эти все танглы, ты можешь ввести какие-то свои элементы. У меня дети очень вводят много своих элементов. Так они сами Они собой более рождаются. раскрепощенные, да. Нет, они рождаются. Они рождаются у них сами, они вводят, они уже свободно пользуются ими. Но больше всего, мне говорю, на самом деле удивил мальчик, когда у нас было перед Новым годом по полчаса уроки, там не новые темы дать, ничего. Я им решила дать базовый тангл с яблочками. И он, вот ребенок абсолютно не рисующий. А получилась такая замечательная вещь. То есть состояние успеха. Да, состояние успеха, он такой, он когда смотрел на доску, это как? И когда он увидел у себя, что мне даже иногда подумалось, а зачем, может быть, больше нам рисовать надо? Нет, ну то, что... Нет, техника, да, но то есть очень много нам времени не остается на то, чтобы у ребенка развить вот такие вот творческие. Ну, замечательно. Собственно, я вот массу получила сейчас удовольствия, потому что это в самом деле успокаивает. В самом деле, конечно, большое значение имеет, насколько ты сам владеешь вот, техникой графики. Но вот я думаю, что вот как раз вот эта техника, о которой мы сейчас вот говорим, да, сейчас она детально показывает, она может дополнить вот то пособие, которое я подарила, потому что это как раз прием графическое восприятие. Здесь, наверное, чего-то надо. Немножко надо. Нет? Я даже не Вообще-то знаю, нет, если... маленькие два кружочка. Я думаю, что Просто можно чем-то, кружочки. конечно, уравновесить, да. Нет, Попробуем. просто, вот если вам вопрос уравновесить, просто поставьте пузырик 1-2, и он уравновешивает всю работу. Или какой-то элемент идет там. И можно уже самим. Ну, Всё? иногда усложнять тоже Да, не усложнять хочется. не надо. Усложнять не хочется. И здесь просто для тех, кто нас смотрит, я просто покажу, как этот элемент, который я сейчас сделала, он будет смотреться с использованием светотеневой моделировочки. Еще раз напоминаю, здесь не важен источник света, здесь нам важна иллюзорная эффектность нашей тени. То есть создание объемной, еще раз повторяю, как наши дети говорят, 3D-модели. Если у вас нет растушевывателя, значит лучше брать мягкий карандаш. Я послушала совет Анны Витальевны, сделала пузырьки, написала свою подпись и, Да, собственно, и всё, вот, посмотрите. Я уже все сделала. И все.
То есть работа практически завершена, ее Да. можно подарить. Да, можно еще цветотеневую моделировочку сделать. Карандашиком, да? Да, карандашиком, лучше всего мягким. Ну вот, Да, для того, чтобы выделить некоторые листья, опустить некоторые элементы на задний план. что такое светотеневая моделировка для тех, кто впервые об этом Да? слышит? Ну, это свет и тень, то есть здесь в данном случае мы прокладываем тень, мы решаем, где у нас будет лежать тень. Но это надо будет просто с какой-то одной стороны, Да, можно можно усилить да. это карандашиком. Да, с одной стороны, причем я еще раз напоминаю, что здесь не важно, откуда идет свет. Здесь выделить, создать иллюзию объема пространства. То есть вот видите, вот этот листочек он у нас без проработки карандашиком, а этот у нас уже с вами с карандашиком. И он просто начинает глаз цепляться за рисунок. Ну, я думаю, если кто-то вот у нас смотрит, он, скорее всего, уже, наверное, тоже взял в руки карандаш и наверное, не выдержал, наверное, вот это такой замечательный вот прием работы и, скорее всего, уже, наверное, тоже видит свой результат в рамках вот этого занятия, потому что мы уже говорили, что занятие-то у нас как раз пройдет недолгим, и мы должны, наверное, уже потихонечку завершать эту работу. Я думаю, мы должны еще раз поблагодарить Анну Витальевну таким замечательным приемом. Я думаю, что этот прием можно использовать как раз в различных и жизненных ситуациях, и в школе, и в практике школы. И я хочу поблагодарить Аню за то, что нам это открыла. Это просто здорово и просто замечательно. Я думаю, сейчас мы это все закончим. Коллеги, наш сегодняшний мастер-класс он подходит к завершению. И мы сейчас, пока нас трансляцию не выкинули, мы, наверное, покажем результаты у некоторых наших коллег, которые здесь рисуют. Все равно какая-то законченность есть, так ведь? Нет, начало заявлено. Начало заявлено. Вот, пожалуйста, одна тетрадочка. Это уже еще одну тетрадочку покажу, и потом еще одну тетрадочку покажу, чтобы видели, что у нас Смотрите. есть результат работы. Смотрите, как замечательно. Спасибо большое. Ждем.